При обнаружении пострадавшего без сознания, если мы обнаружим пострадавшего, в первую очередь нам необходимо убедиться в собственной безопасности. То есть это к чему я? Это к тому, что пострадавший может находиться под оголенными проводами там, и так далее. То есть чтобы нам самим себя в первую очередь не травмировать. Поэтому самое важное правило — убедиться лично в собственной начале безопасности. Потом уже непосредственно при подходе к пострадавшему вначале визуальный осмотр, получается, пострадавшего делаем и проверяем, так сказать, его состояние, там жизнь, либо уже смерть, либо у человека находится в коме. То есть проверяем его на сознание. То есть простыми внешними раздражительными факторами, то есть подходим к пострадавшему на внешние раздражительные факторы, либо трем здесь ему, получается, мочку уха, можем все это делать одновременно в комплексе. После того, как мы убедились в отсутствии сознания у пострадавшего, мы уже переходим непосредственно к проверке пульса пострадавшего. То есть пульс мы прощупываем на сонной артерии. Не надо время терять, чтобы искать его где-то на руках там и так далее. Прощупываем пульс на сонной артерии. Если пульс отсутствует, следующим необходимо это проверить реакцию зрачков на свет. Берем пострадавшего за веко, поднимаем его и смотрим на реакцию зрачков на свет. Если реакция отсутствует, то уже переходим к следующему нашу шагу. Это как проверка на дыхание человека. То есть дыхание проверить достаточно легко. Это просто к грудной клетке приложить, получается, свое ухо. И таким способом, получается, мы будем, возможно, слышать его биение сердца и тут же смотрим на его брюшную полость. То есть поднимается она или не поднимается. Возможно, может быть, просто он дышит, но очень слабо. При заключении вышеперечисленных факторов переходим уже непосредственно к искусственной вентиляции легких пострадавшего. Заключается это действие в первую очередь в следующем. Необходимо уложить пострадавшего на твердую ровную поверхность. То есть если он где-то лежит в завалах, постараться его аккуратно оттащить, либо под него щит положить. В общем, пострадавший должен у нас находиться на твердой ровной поверхности. Под подручными средствами, если у нас находится с собой какой-нибудь рюкзак, куртка та же самая, еще что-либо, что может сделать форму валика, берем, запрокидываем голову пострадавшему, немного лоб его, получается, берем за шею, слегка приподнимаем его, получается, ложим ему валик под голову. Легким движением тыльной части ладони, получается, нажимаем ему немного на лоб. Это для того, чтобы дыхательные пути у нас, получается, не было прекращения подачи воздуха, получается. Запрокинули, получается, голову пострадавшему. Следующее действие, к которому мы переходим, это освобождение от внешних давящих факторов. Например, если он, пострадавший сейчас у нас находится в спортивном костюме, то есть мы полностью расстегиваем спортивный костюм. Если находится футболка, и у нас есть возможность ее порвать, либо ее задрать просто до верхней части груди, мы должны это сделать. Еще раз повторюсь, чтобы освободить обеспечить проходимость верхних дыхательных путей. То же самое делаем мы и со штанами. К примеру, если ремень, либо какие-то сдавливающие утяжки, еще что-либо, от всего этого стараемся освободить, немного, так сказать, приспустили, чтобы штаны просто находились в свободном действии, чтобы кровь у нас циркулировала полностью по организму. Следующее действие, к которому мы переходим, это уже непосредственно берем какую-то салфетку, еще что-то, делаем, очищаем рот, получается, от рвотных масс человека. То есть простым действием можем голову наклонить на бок, открыть ему в первую очередь рот и простой салфеткой очистить его рот, получается, от инородных масс. После того, как мы освободили, получается, верхние и нижние дыхательные пути пострадавшего, очистили рот от ротных масс, соответственно, у нас также запрокинута уже шея, тут уже непосредственно переходим к действиям по сердечно-легочной реанимации. Сердечно-легочная реанимация начинается с простых таких действий, как берем ту же самую, к примеру, салфетку, накладываем пострадавшему, получается, на рот, затыкаем обязательно его нос, слегка шею можем приподнять, делаем 2 контрольных вдоха перед непосредственно действием по сердечно-легочной реанимации. Сделали 2 вдоха. Делаем, когда 2 вдоха, обязательно наблюдаем за состоянием грудной клетки. Если она поднимается, значит, все действия мы выполняем правильно. Если грудная клетка не поднимается, значит, возможно, мы не дозапрокинули именно верхние дыхательные пути пострадавшего. То есть необходимо нам будет еще больше, так сказать, шею его приподнять, либо уже положить какой-то валик. После произведения 2 контрольных вдохов и убедившись, что грудная клетка у пострадавшего шевелится, то есть реанимационные действия мы уже начинаем делать правильно, переходим к следующему действию, получается, находим нижнюю часть грудной клетки, так называемый мечевидный отросток, прикладываем 2 пальца. И от мечевидного отростка кверх, ближе, получается, к голове, это мы измеряем расстояние, где мы непосредственно будем уже руками делать непрямой массаж сердца. Замерили, получается, 2-3 пальца, получается, от мечевидного отростка
Прикладываем правую руку тыльной стороной ладони. Обязательно большой палец должен смотреть на пострадавшего. Руки ни в коем случае не должны быть согнуты. Руки всегда должны быть прямые. И стараться пальцами своими не обхватывать человека, а именно давить, получается, именно тыльной стороной ладони. При проведении непрямого массажа сердца необходимо продавливать грудную клетку не менее 3-4 см у пострадавшего. Такие реанимационные действия мы проводим, получается, 30 нажатий и 2 вдоха. Через каждые 3 цикла повторений начинаем проверять у пострадавшего, получается, наличие дыхания, пульса. То есть все те же самые действия мы по новой как бы проводим. И продолжаем реанимировать пострадавшего до тех пор, пока не приедет скорая медицинская помощь. Прием Геймлиха применяется в тех случаях, когда взрослый человек поперхнулся с чем-то, не может самостоятельно вздохнуть, а если это ребенок, он либо проглотил игрушку, она у него застряла в горле, либо там какую-то бытовую вещь, там пуговицу и так далее. Покажем на человеке. Когда дыхательные пути перекрыты у нас чем-то ниже солнечного сплетения, 2 руки в замок, получается, вот так вот к себе, и движениями вверх к себе и вверх пострадавшего чуть-чуть надо еще наклонить. Такими движениями создаем давление в дыхательных путях, и получается пробкой воздуха, грубо говоря, выплевывается инородная масса с пострадавшего. Вот так вот это выглядит. Такие алгоритмы надо делать в течение где-то 5 раз. Сделали, потом остановились, проверили пострадавшего, еще можно 5 раз сделать. Если первый способ нам не помог, уложили пострадавшего на ровную поверхность, здесь он у нас на столе, вообще это лучше на полу где-то сделать, на жесткой какой-то поверхности. Также ниже солнечного сплетения, под ребрами, получается, берем 2 руки, одну в кулак ложим, желательно это левая обычная рука, давим вниз, получается, к позвоночнику и к подбородку. Такими же движениями. Тем самым тоже создаем, грубо говоря, давление, и инородное тело у нас выплевывает пострадавший. Это второй прием по Геймлиху.